Бомба замедленного действия. Кыргызстану предрекли разрушительные кризисы. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как это отразится на таджиках. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Кыргызстан столкнется с масштабными кризисами предстоящей зимой. Об этом сообщает Нихан Кейзай. Издание указывает, что страна стоит на пороге серьезных испытаний. Восстановить стабильность в республике будет непросто. Сейчас в Кыргызстане наблюдается рост стоимости жизни, повышение цен на продукты, проблемы с энергетическими ресурсами, из-за которых в стране вынуждены отключать электричество. Кроме этого, в республике неудержимо растет инфляция. Впереди всю страну ждет очень тяжелая зима, она станет главным испытанием. Помимо этого, бомбой замедленного действия для госбюджета является конфликт с канадским оператором в отношении контроля над рудником Кумтор. Автор издания задается вопросом, выдержит ли предстоящие трудности режим президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Ну а что там, это впервые, что ли? Там постоянно эта чехарда происходит. Там постоянно, на мой взгляд, забегание вперед с целью наладить внутриполитическую жизнь по лекалам некоторых западных стран. Ну и уровень политического сознания, уровень зрелости институтов, она не такая, как, скажем, во Франции. А вы как думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Недавно глава государства отправил в отставку правительство и назначил исполняющего обязанности еще не сформированного Кабмина однофамильца и бывшего вице-премьера Акылбека Жапарова. До сих пор президент не проявил никакого интереса к управлению исполнительной ветвью власти. Он просто хочет, чтобы кабинет работал на него, а он наслаждался результатами, подчеркнул обозреватель. К слову, многие аналитики обеспокоены слишком высокими полномочиями Садыра Жапарова и ослаблением государственных институтов. По их словам, новая конституция Кыргызстана угрожает системе сдержек и противовесов в республике, предоставляя президенту возможность влиять на парламент и на судебную систему, например, путем назначения судей. Также аналитики опасаются и за свободу слова в стране. Но первый год пребывания Жапарова в президентском кресле не повлиял на его популярность. Парламентская форма правления там складывалась точно столетиями. Политические партии традиционно со своей понятной, устойчивой политической платформой, понятной гражданам, избирателям, она существует. В странах постсоветского пространства где это все? Поэтому это результат не сегодняшнего дня, а результат, я бы сказал так, надо же относиться с уважением ко всем партнерам, результат поиска своего пути. Согласно опросу Международного республиканского института, более 30% респондентов считают главу государства самым надежным политиком. На втором месте разместился глава Государственного комитета национальной безопасности Камчибек Ташиим, которому доверяют 24% жителей страны. Но как же это отразится на Таджикистане? Если все-таки эта зима будет очень тяжелой и холодной, и правительство не справится с предстоящими испытаниями, то, скорее всего, в стране вновь начнутся митинги, заварушки, и президента вновь будут менять. Или же правительство вновь будут менять. И такая нестабильность в этой стране влияет на решение приграничного вопроса с Таджикистаном. Ведь если раздрай внутри страны, то как Кыргызстан сможет наладить отношения с соседом? Поэтому этот вопрос будет оттягиваться еще на несколько лет, что причинит очень много конфликтов между таджиками и кыргызами. А вы как думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!